Здравствуйте! Сегодня мы погружаемся в историю кыргызского каганата, а точнее в его, скажем так, период великодержавия. Это 9-10 века. Да, время, которое академик Бартельд очень метко назвал «звездным часом кыргызской истории». Мы будем опираться на исследования Бутанаева и Мадарова. Там ведь используются самые разные источники. Совершенно верно. И китайские летописи, и древнетюркские рунические надписи, и даже, что интересно, данные хакасского фольклора. То есть комплексный подход. И наша задача разобраться, как эта держава, возникла, стала такой мощной. Именно. Понять, как она сформировалась, кто были ключевые фигуры, правители, и почему этот расцвет, охвативший огромные территории от Ангары до Гоби, от Тяньшаня до Хингана, был таким, ярким, но не очень долгим. Да, ведь даже Китай, империя Тан, признавала их силу. С чего же все началось? С военных побед? В общем-то, да. Стартом можно считать разгром уйгуров. Это были их давние и очень сильные соперники. Угу. Потом подчинили курыканов у Байкала, басмылов Приобья. Вот так шаг за шагом и сложилась эта огромная территория. А сам титул Каган? Это ведь был серьезный шаг? Безусловно. Принять титул Кагана — это был вызов и тюркам, и уйгурам, заявка на верховную власть в степи. И кто был первым, кто на это решился? Первым известным нам кыргызским правителем с титулом Кагана был Барсбек. Это рубеж 7-8 веков. А его признали другие правители? Да, и это показательно. Его признал сам тюркский Каган, Капаган, где-то около 693 года. Даже больше он отдал ему в жены свою сестру знатного происхождения. То есть статус у Барсбега был очень высок. Значит, он был заметной фигурой, не просто местным вождем. Однозначно. Он вел активную внешнюю политику. Посольство отправлял и в Китай, империю Тан, и, представьте, даже в Тибет. Ого. Он вступил в антитюркскую коалицию, и вот это, к сожалению, его и погубило. Как это? В 711 году тюркские полководцы, знаменитые Тонюкук и Кюльтиген, мы их знаем по их каменным стелам, они совершили совершенно дерзкий зимний поход через Саяны. Напали внезапно. Зимой через горы? Да. И разбили кыргызов. Барсбек погиб в бою. Есть даже такая гипотеза, что хакасская легенда о горе Изыхтак, священной горе, она как раз связана с местом его гибели. Какая история? А государство смогло устоять после гибели такого лидера? Смогло, хотя, конечно, это был тяжелый удар. Его преемники сохранили независимость и уже лет через 10 возобновили дипломатические контакты с Китаем. То есть оправились? Не совсем. Военная мощь была подорвана, и на какое-то время киргизы, скажем так, ушли в тень, но не исчезли. История готовила новый подъем. И это уже второй расцвет, тот самый звездный час. Да. В 820 году правитель по имени Ажо снова провозглашает себя Каганом. И вот при нем уйгуры были разгромлены уже окончательно. Ставку Каганата он перенес южнее, к горам Танну-Ола. Он был и воином, и дипломатом? Очень искусным дипломатом. Смотрите, он вернул китайцам их принцессу Тайхэ. Она попала в плен к уйгурам, а Ажо ее освободил и отправил обратно. Это был сильный ход? Конечно. Он показал себя надежным партнером для Танской империи. И китайский император это ценил, даровал ему титулы, даже, по некоторым данным, поощрял добить остатки уйгурской знати. А были еще яркие фигуры в ту эпоху, кроме Ажо? Да, источники упоминают, например, полководца Тирикбега. Его имя есть на уйбатской стеле. Ему приписывают покорение племен уч-курыканов. Интересно, что его тотемным животным был барс. Барс — символ кыргызов до сих пор. Именно. Еще известен Бойла Кутлук-Ярган. Он тоже участвовал в разгроме уйгуров и оставил после себя надпись, так называемую Суджингскую, в Монголии. Там он описывает свои подвиги. Еще упоминается посол Джувухеса. Его вроде бы очень высоко оценили в Китае. Год 843. Да, есть такая любопытная гипотеза, что Джувухеса — это китайская передача тюркского прозвища, что-то вроде «отважный левша». Левша. Да. И некоторые исследователи связывают его с героем хакасского фольклора Хан Салагаем. Тоже был искусный стрелок-левша, предок рода Кыргыз в Хакасии. Но это пока гипотеза, правильно? Связь фольклора и реального человека. Совершенно верно, это гипотеза. Но она интересна тем, что может указывать на глубокие корни правящей элиты. Кстати, об элите. В источниках часто встречается народ или группа ас или ач.
Это отдельное племя. Есть версия, что нет, что это могло быть обозначение именно правящей элиты Каганата, и что это связано с именем Кагана Ажо. В китайской передаче его имя звучит как Аже. Ас, Аже, видите? Понятно. А какие-то материальные следы той эпохи остались? Артефакты? Ну, например, очень показательные мраморные таблички из Хакасии из села Райково, датируются 866 годом. Считается, что это погребальный дар Дар? От кого? от китайского императора, умершему кыргызскому кагану Инвучин Минхану. Текст на них восхваляет Кагана. Это говорит о очень тесных и уважительных отношениях на высшем уровне. Впечатляет. Еще есть упоминавшаяся уйбатская надпись. Там говорится о победе над татарами. Под этим именем тогда, скорее всего, имелись в виду разные монголоязычные племена и о взятии их женщин в качестве трофеев. Военная добыча. Но почему же этот звездный час был таким коротким, примерно 80 лет? Да? Да, около того. Ну, это была общая проблема многих кочевых империй. Во-первых, сложно удерживать огромные, очень разные по этническому составу территорий после завоеваний. Логично. Во-вторых, постоянные войны. Они истощали ресурсы, уводили воинов далеко от центра, контроль ослабевал. Управлять всеми этими разными племенами было, очень трудно. А внешние факторы? Да, в X веке на Востоке поднялась новая сила – Китайская империя Ляо. Очень мощная. Вот она и положила конец кыргызской гегемонии. Каганат распался. Что ж, давайте подведем итог. Что самое главное нужно вынести из нашего сегодняшнего разговора? Главное, что кыргызский каганат IX-X веков был действительно важной силой в Центральной Азии. Он оставил заметный след и через своих правителей Барсбега, Аджоа, и через военные успехи, особенно победу над уйгурами, и через дипломатию, прежде всего с Китаем. И это важно для понимания истории народов региона. Безусловно. Для истории предков и хакасов, и кыргызов. Ведь именно распад каганата стал одним из факторов, который привел к разделению вот этого древнекыргызского этноса на разные ветви. И вот финальный вопрос на подумать нашим слушателям. Период великодержавия был краток, но какие долгосрочные следы, может быть, не самые очевидные, культурные, языковые, генетические он мог оставить в этом сложном переплетении народов Центральной Азии? Следы, которые, возможно, ощущаются и сегодня.